Здоровая спина – залог здоровья всего организма. Ведь именно позвоночник выступает в качестве некого стержня, от работы которого напрямую зависит работа всех органов в нашем теле. И сегодня мы решили посетить Центр здорового позвоночника СИС и узнать, что же нужно делать для того, чтобы ваша осанка была не просто красивой, а чтобы именно ваша спина была здоровой и, знаете, такой сильной. И в этом мне поможет руководитель центра. Знакомьтесь, это Татьяна Никитина. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Очень приятно вас видеть в нашем центре. Спасибо большое. Татьяна, расскажите, с чего вдруг вам пришла идея открыть подобный центр? Ведь, наверное, зачастую люди приходят сюда с некими проблемами. То есть, возможно, и у вас были какие-то? Да, совершенно верно. В моем случае я 8 лет назад родила детей, у меня двойня. Ну и, конечно же, у меня начались проблемы со спиной. То есть это вот конкретные боли были, я очень много обращалась куда, огромное количество массажей, да, к нашим докторам ходила, да. И, конечно же, мне сказали, надо заниматься. А как заниматься, я не знала. И вот абсолютно случайным образом я наткнулась на эти уникальные качели, качели Юлина, да, они родом из Нижнего Новгорода. Разработаны были в советское время, еще 80-е годы, и они, ну, аналогов, наверное, нету во всем мире, по той простой причине, то, что они имеют особенность такую, да, то есть они работают на глубокие мышцы и слои мышц, это третий слой мышц, так называемый, да, и имеет колебательно-волновую систему, то есть человек, занимаясь на них, будет выравнивать свое состояние очень хорошо, в том числе и эмоциональное состояние. А достаточно ли лишь вот иметь именно прокачанные мышцы? Ведь многие думают, можно сходить просто в спортзал, качать спину, и за счет этого у тебя будет все, и осанка, и здоровье. Ну, на самом деле, я тоже так думала. На этом у меня появилось огромное количество проблем. После родов я пошла в спортивный зал, начала активно закачиваться, да, то есть думала, вот мне надо постройнеть, спина болит, надо заниматься. Но я все делала неграмотно, к сожалению, в этом отношении. И, конечно же, тут нужен очень правильный подход, именно грамотный с точки зрения реабилитации. Поэтому вот в этом отношении, конечно же, знать надо. Здесь сразу возникает вопрос. Все-таки мы говорим о том, что люди приходят в ваш центр именно уже с проблемами позвоночника, или все-таки в профилактических целях? Самое лучшее, конечно, это в профилактических целях, когда человек уже понимает, да, у меня малоподвижный образ жизни, я себя плохо чувствую, да, я мало двигаюсь. То есть вот этот человек понимает, что он хочет быть здоровым, стройным, красивым. Если в этом случае человек приходит к нам, конечно же, это прекрасно. Но зачастую к нам приходят люди уже с проблемами. То есть, понятно, это остеохондрозы, которые всех мучают, да? Это такие проблемы, как ну, излишний вес, да? Он тоже влияет очень сильно на осанку, да? На позвоночник, на все внутренние органы, мы это прекрасно знаем. Также это протрузии, грыжи, всем известные, да? Сколиоз, сколиотическая осанка, это все наше, это наша специализация, также посттравматическое состояние, когда человек, ну, травмировал там, скажем, те же самые компрессионные переломы, да, которые бывают зачастую, да, это тоже наша специализация, к нам приходит на восстановление, также к нам приходят спортсмены. Хорошо, а как проходит вообще процесс? Это, то есть вы приходите, диагностируете, да, своего пациента, или все-таки уже должен прийти с определенной справочкой, со своими болячками, или как? Ну, вообще, мы сразу хотелось бы сказать, что это спортивный зал, да, это физкультурный зал, мы занимаемся физкультурой, да, и, то есть мы не лечебное учреждение, мы очень четко это понимаем, именно нашу компетенцию, да, в чем мы сильны, это восстановление. И в этом отношении, конечно же, человек приходит, ну, в том состоянии, в котором он есть. То есть мы можем порекомендовать обратиться к доктору, да? Сначала, да. То есть если у человека, видим, есть какие-то, ну, такие сложности, да? А в основном, конечно же, это люди, которые уже где-то что-то прошли. Или, скажем, человек просто здоровый, но неважно себя чувствует, то есть он хотел бы двигаться, хотел бы гибкость, чтобы появилась, да, пластичность тела, чтобы красивая осанка появилась, да, тело. Вот это вот, конечно же, это наша
наша специализация. Да, ну вот я сейчас на вас смотрю, у вас прям такая ровная спина, мне автоматически всегда хочется вот сделать вот так. То есть вы этого добились вот посредством занятий? Включительно, Да, то есть конечно. вот, и это у вас всегда вот так, да, выходите? Так Ну ровно, да. Прям хочется вот стоять и все время вытягиваться, так же, как Спасибо. вы. Да. Это Спасибо. заметно, то есть руководители не понаслышке знают, что это такое, потому что Спасибо, мы визуально Дарья. видим. От вас да, слышать что- очень приятно, да. Ну что, я думаю, самое время уже не просто поговорить, да, да. о этих чудо-качелях, о вашем персонале, да, ну а просто уже воочию все увидеть, ну а Да. самое главное попробовать и поделиться эмоциями Да. с нашими телезрителями. Да, да. Испытано на себе. В Центре здорового позвоночника огромное внимание уделяют именно диагностике. Диагностика – это визуальная, как мы говорили уже о том, что это у нас значит, занятие физкультуры, это не лечебный центр, поэтому визуальная диагностика проводится специалистом, который может вот так оценить состояние вашей спины на первое занятие. И это, знакомьтесь, Алина Михайлова. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я готова отдать свою спину в ваши руки. Рассказывайте, что за диагностика, как все будет происходить, что мне нужно Да, делать? сейчас я для вас проведу визуальное тестирование. Мы будем оценивать состояние вашей осанки. Для нас важен в этом тестировании важна, да, длина растянутой мышцы. И от результата этого тестирования будет зависеть дальнейшая работа над вашей осанкой. Хорошо? Первое, что нужно сделать, нужно встать спиной к стене, стопы расставить, между стопами одна ваша стопа должна быть. Расстояние, Да, хорошо. расстояние. И нужно встать в расслабленном состоянии. Здесь мы оцениваем костные структуры, да, как стоят колени, бедра, плечи, глаза, уши. И бывает так, что таз смещается. Иногда бывает, тело падает вправо, влево, в одну сторону, а потом нужно встать вот в такое положение. И тоже оценим. Иногда бывает так, что голова выдвигается вперед, тело падает назад, живот выпирает, да? А потом нужно встать вот так и оценим уже, как стоят ваши лопатки и сзади вид. Хорошо? Хорошо. Так, первое, Алина, встаю вот так. Встаете вот так. Присоединяться к стене надо? Не надо. Я сфотографирую, чтобы было более информативно, чтобы вы потом посмотрели. Хорошо, увидели? Просто вот в расслабленном состоянии. Да, в расслабленном состоянии стоим. Давайте сделаем так волосы. Чуть-чуть. Ага. И нужно желательно приходить вот в такой какой? Одежде? Обтягивающей одежде. И через эту процедуру, да, через тестирование обычно у нас проходят желающие. Вот так, расслабились, смотрим сюда. Отлично. И давайте сейчас уже мы скажем, да? Или потом, давайте. Нет, говорите Сразу говорить, да? Что, плечи? Да. Если вот так, то вот это плечо у нас слегка выходит вперед, и слегка тело падает у нас куда? Направо, немножко, чуть-чуть. То есть, если вот так смотрим, то это у нас нос, еремная впадина, грудина, пупок и паховая линия и серединка. Вот стремятся к вертикализации, да? Да. Прямой линии. То есть здесь у меня немножко туда, да? Немножко туда. Дальше? Дальше вот так поворачиваемся. Куда так? Ага. Ну, у вас отличная фигура, поэтому... Алина, Вот вы мне уже так. нравитесь. Ага. Вот так встаньте, чтобы линейка проходила посередине свода всё, стопы. окей. Отлично, хорошо. И смотрим вперед. Тык. И тоже фотографируем. И здесь мы видим, что немножко голова выдвигается вперед. Куда? Туда? Да, туда. Я вообще вся такая... Так в идеале должно быть так, Да, да. в идеале должно быть так, вот так. И как будто между здесь у нас бумажка стоит, и она параллельно полу. Между верхней и нижней челюстью. Как будто нижняя челюсть, как тумбочку, тык, назад, а макушкой тянемся вверх. Вот ваша голова, законное место головы. То есть вот так должно быть в идеале. Да, для того, чтобы убрать нагрузку отсюда. Хорошо. Хорошо? Так, дальше. Так, и спиной Так же. также. Вот так, отлично. А здесь Вердикт. вердикт, все хорошо. То есть сейчас я вам показываю, чтобы вы
Да, вот получается вот эта рука у вас Да, прижата, да, 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 да. а это свисает. Эти как треугольники талии называются. Мгм. И относительно нижней половины тела, вот получается немножко грудная клетка заваливается. Мгм. Ага, видно, да? Видно. Чуть-чуть. То есть над чем поработать. Да. Так, а я могу даже показать это. Вот посмотрите, дорогие Да? друзья, как это все видно вот в рамках фотографии. Все отчетливо понятно, да, где плечо, где рука. Ой, вроде бы фотография, да, но на самом деле здесь все видно именно благодаря Да. вот этому. Ориентируясь, да, Мгм. вот по этим. Ну, в общем, итог какой? Итог Есть вам- над чем Да, есть работать. над чем работать. Нужно работать над увеличением мобильности в грудном отделе позвоночника и усилить ноги. И немножко вот так. Все? Всё? Чтобы... Все. Все, есть над чем поработать. Я думаю, нужно отправиться уже к следующему вашему специалисту. Да. Сейчас к ортопеду идете. Хорошо. Оценить ваше состояние стоп. Хорошо. Испытано на себе. После визуального тестирования, по итогам которого мне сказали, что есть над чем поработать, я отправляюсь в кабинет к врачу-ортопеду-травматологу. Ведь диагностика состояния стоп очень важна при работе с позвоночником. В этом мне поможет уважаемый врач. Знакомьтесь, это Прокопий Сафронеев. Прокопий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот человеку, не понимающему вообще совершенно, при чем здесь стопы и позвоночник, расскажите, для чего проводится эта диагностика? Так, стопы – это наш фундамент. Стопы перегружаются, постоянно двигаются. Из-за наших ног перекашивается наша спина. То есть напрямую все взаимосвязано, да? Если Конечно. деформация в стопе, соответственно, деформация в позвоночнике. Позвоночники. И здесь, получается, нужно, чтобы у тебя отсутствовало полностью плоскостопие или небольшое наличие его, это нормально, норма? Если есть деформация, какая-нибудь патология, надо дать основу одинаковую между стопами, чтобы распределение веса было одинаковое. И, соответственно, за счет этого позвоночнику станет легче. Да. Хорошо, как проходит диагностика, что мне нужно сделать? Так, сейчас встаете на планкостоп лицом к стене, поднимаемся, это, не да? боимся. Так, вот на это. Ой. Так, И? и сразу обращаем внимание сразу так на ахиллово сухожилие. Ахиллово сухожилие у нас прямая. Так, обращаем внимание на лодыжки, внутренние лодыжки у нас выпячиваются. Если выпячиваются наружные лодыжки, внутренние лодыжки, то это уже идет перегрузка организма, уже не так. Так, смотрим дальше. Так, у человека на стопе есть 3 точки опоры. 1, 2, 3. Да. И из этих точек мы смотрим то, что вот идет распределение веса от первой точки к третьей точке. Почему я сказал сразу от первой точки к третьей точке? Да? Так, наступаем немножко неправильно в этом случае. То есть в нашем случае вот с первой точки к третьей точке. Увидим мощное просветление вот этой части. Это вот хорошо или плохо? Это плохо. Это плохо. Это плохо, да. А нужно, последовательность должна быть первая, вторая, третья. А у нас с первой на третьей идет. Из-за этого идет деформация в пальцах стоп, из-за такой нагрузки. Из-за того, что распределение идет с первой по третью точку, у нас удлиняется дельтовидная связка, вот поэтому внутренняя лодыжка, она выпячивается. И идет слабость латеральной группы мышц голени и удлинение внутренних групп мышц голени. Так, из-за жалоб ногу у вас часто сводит? Нет. Нет, да? Ага. Так, часто спотыкаетесь, поскальзываетесь? Нет, вообще нет. Да? Ага. Это хорошо или плохо? Это хорошо, да. Хорошо. Нет, у вас не выраженное плоскостопие, такое, первой степени. Первой степени плоскостопия? Первой, второй, да, почти Да? второй степени. Прокопий, а то есть в идеале это все должно было светиться как? А в идеале должно было светиться, вот идем, берем наклон. Так? Вот наклоняем ногу на наружную сторону. Вот так вот? Видите, да? Вот я пациентам всегда говорю, прячьте внутреннюю лодыжку, да. И они вот таким вот образом прячут. Если человек вот таким вот образом начинает наступать, так. То есть вот так должно быть, Вот так да? вот, немножко вам чуть-чуть нужно, да. Вот так, вот прячем наружные, внутренние наши лодыжечки. И вот должно вот теперь
Вот на плоскостопии видим, да, правильно распределение нашего веса. Первая точка, вторая точка, уже третья точка. Она более Более прозрачная. более да? прозрачная теперь уже. То есть все равно вот здесь все понятно. Ага, так. А может быть, я просто неправильно встала? Нет? Нет, да-да-да, я просто сразу прошу пациентов, чтобы они встали, и они там Свободно, встают, да? свободно То встали. есть да, и они- из-за того, в каком состоянии находятся стопы, соответственно, возможно, это и связано напрямую, что вот у меня есть отклонение с позвоночника. Позвоночник, да. Потому что, да, из-за неправильной ходьбы, то начинается мышцы болеть, то есть появляется активная нога. Люди вот по ноге начинают делиться на правшу и левшу, да. То есть это распределение 70% и 30%, а на самом деле 50 на 50% должно быть. Из-за этого, да, вот начинается, вот, да, начинают мышцы болеть. Вот бывает такое, то, что они перегружают, бегают, мышцы начинают болеть, начинают тянуть, человек уже скашивается, пытается, да, Вот чтобы так не типа. болело, потом, да, вот таком становится, и вот идет деформация. Да, нижнего то есть ноги позвоночника, болят, да. мышцы тянут, и, соответственно, ты спиной пытаешься Да. либо помочь, либо ослабить нагрузку. Ослабить боль, да, и вот, да, из-за. Ну что, спасибо большое, Прокопий. Будем работать, будем исправлять эти недуги, так сказать. Надеюсь, все получится. Спасибо. Испытано на себе. Испытано на себе. Самое время пообщаться с девушками, которые занимаются в этом замечательном центре. Ну и, конечно, кто, как не они, могут рассказать о своих результатах. Ведь это очень тяжелая нагрузка и определенно важен результат. Здравствуйте. Ну, во-первых, самый главный вопрос. Кто дольше всех занимается в этом центре? И, наверное, у того-то и надо спросить, какой результат. Дольше всех кто ходит? Я 1,5 года ходила, у меня был перерыв, когда была пандемия, и вот сейчас я уже опять 2-й месяц хожу. 1,5 года назад почему пришли? У меня проблемы были со спиной, у меня хондроз, протрузии, я сутулюсь очень сильно. Ну, как бы, вот, пришла, спать не могла даже, боли были такие, а потом боли прошли. Ну вот мы видели сегодня, как вы занимаетесь, то есть легко ли даются всегда вот эти занятия? Или все-таки первое время что-то не получается и какие-то болевые ощущения? Или вот сразу эти качели приводят вас в тонус, в мышцы ваши и ничего не болит? Или все равно поначалу сложно? Поначалу, конечно, было сложно, потому что мы же не понимаем, как это все делать. Сначала мы привыкали ко всему этому, а потом уже через 2-3 занятия уже вливаешься и чувствуешь себя здесь, летишь, паришь. Если говорить о проблемах, да, мы все-таки затронули тему того, что в большинстве случаев люди приходят с какими-то проблемами в позвоночнике, да. Вот результат у кого был отличный, кто может поделиться? Я могу поделиться. Ну, конечно, предыстория у меня была. Я в прошлом году сильно болела, пролежала полгода и лежа мечтала о СИС. Ну, заняться здоровьем своим после болезни выходит. Ну, профилактикой я, к сожалению, не занималась, а занимаюсь полгода. У меня ушли остеохондроз, хондроз, поясничные боли и варикоз, что меня очень радует. А результаты пошли уже со 2-го месяца. То есть 2 месяца тренировок и варикоза нет? Ну, конечно, не так. Варикоз ушел потом, уже через месяца, наверное, 4 уже облегчение почувствовала, а боли ушли через 2 месяца, да, вот на шее у меня холка была, и поясничные сильные боли были, и боли в ногах были, вот они ушли через 2 месяца. Но облегчение почувствовала все-таки. Девочки, ну мы видим, что вы прокачиваете и пресс, да, и руки, и ноги, все задействовано. Можно ли похудеть на этих качелях? Вот у кого-то есть минусы в килограммах, либо в объемах? Ну, если диету соблюдать, конечно, можно. Вот я до этого, до СИСа скинула 9 килограмм и пошла сюда, чтобы размяться, потому что я спортом всегда занималась, но вот такой вот растяжкой
тяжело ее добиться без качелей. Поэтому я целенаправленно пришла именно на качели, чтобы позвоночник растянуть, мышцы ног, рук. Это вообще замечательно. И для похудения это очень хорошо. Оно восстанавливает формы. Когда мы худеем, у нас же все обвисает, а тут мы их растягиваем, все мышцы, и становимся стройнее и красивее. Хорошо, если, допустим, сейчас телезрители, глядя на вас, смотрят и говорят, вот что можете, как замотивировать? Приходите в СИС здесь, вот и 3 слова, вот что можно здесь приобрести? Занимайтесь профилактикой до болезни. Это самое главное. Я лично привела детей. У меня оба ребенка, один уже поступил, оба пришли со спиной, естественно, за компьютерной. Все расправились, все здоровы. То есть и детей сюда ведете? Конечно. И мужей? Всех сюда? Всех сюда. Хорошо. Ну что, спасибо большое вам, здоровья вам, здоровой спины, красивой осанки и вот таких вот очень счастливых лиц вам побольше. Спасибо вам, ну а мы продолжаем. Испытано на себе. Основной методикой оздоровления в центре СИС являются вот эти качели, качели Юлина. Этот тренажер был придуман еще в советское время, но аналогов он не имеет до сих пор. Конечно, для человека, далекого от качели Юлина, будет непонятен этот тренажер ни в теоретической, ни в практической части. Конечно, в этом случае должен работать опытный тренер. В этом центре работает замечательная Оксана Лукина, которая непосредственно сегодня поможет мне разобраться, что же такое эти качели. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, к тренеру первый вопрос. Расскажите немножко о тренажере, потому что для меня это вот палочки-палочки, железо, какие-то непонятные здесь, значит, атрибуты. Как работает вся эта система? Основной принцип работы на тренажере – это волновые колебания, то есть ритмические напряжения, ритмические волны, точнее, напряжение, расслабление. То есть за счет этого мы более глубоко прорабатываем все группы мышц, также связки. И вообще задача тренажера стоит – это укрепление мышечного корсета. И у кого проблемы с позвоночником, суставами, связками, да и вообще сердечно-сосудистой системой тоже могут работать. Да? В принципе, все категории людей, дети, взрослые, дедушки, бабушки, все, кому не лень. То есть послушать вас, Оксана, то это прям какой-то чудо-тренажер, да? Ну да. Соответственно, в любом случае, наверное, же есть некие противопоказания. Да, конечно, это бывает же, люди у нас ходят остеохондроз, протрузии, грыжи. Вот грыжа, кстати, секвестрированная, сложно произносить, секвестр, короче. И вот с ними нельзя. И спондилолистез и так далее, и прочие такие свежие травмы, например, там переломы чего-нибудь, каких-нибудь костей, да, тела. И онкологические заболевания, беременность. Беременность это смотря от срока тоже. И все, в принципе. Ну вот мы сегодня стали свидетелями одной из ваших тренировок, да? Всего час занимаетесь, да? Да. Час. И этот час как-то делится, да, наверное, у вас Конечно. разминка, основная часть. Разминочная часть, это суставные поверхности мы обязательно прорабатываем, потому что мы же работаем на тренажерах, растяжка, вытяжение, все здесь есть. После суставной разминки у нас идет разогрев. То есть обязательно мышцы должны быть разогреты, растянуты, потому что неразогретая мышца, она может просто разорваться, и это плохо. А разогретая мышца, она хорошо растягивается, расслабляет мышцы, вот, и все. Потом уже основные, между упражнениями на тренажерах мы разные делаем, на растяжку, определенные группы мышц, на вытяжение позвоночника. И я стараюсь, чтобы это было как силовые, расслабление, растяжка, то есть и вытяжение. Потом опять силовые. То, что мы вытягиваем, растягиваем, это надо все укрепить чем мышцами, конечно же. То есть мышцы должны качать кровь. Когда качается кровь, организм чувствует себя хорошо. То есть тут и силовые нагрузки очень серьезные, да? Да. То есть растяжка растяжкой, но при этом еще и все прокачать да, надо. потому что вытянули, растянули, отпустили человека, это же нельзя, так надо укрепить мышцы, чтобы тонус был. То, что вытягивается, оно должно держаться именно мышцами. То есть мышцы это наше все, а здесь они прекрасно, вообще глубоко. Даже вот есть два типа мышц, да? Динамичные, это которые мы видим. Бицепс, пресс, это все динамично, то, что видно глазу человека. Есть еще глубокие скелетные мышцы, они не видны, они именно прорабатывают в колебательной системе, либо статичной нагрузки. А человек не может все время в статике стоять, например, пример планка. А тут мы хорошо это все, мы не можем чувствовать, она не работает. После этого люди даже на пробное к нам приходили и сразу улучшение после одного занятия, например. Потому что в тренажерном зале ты не проработаешь глубокий, ты даже не поймешь, что у тебя работало. Просто приседал, там, что-то жим лежа сделал, а тут все,
То есть, шикарно Оксан, работает. вот сразу вопрос, да, вот вы сказали о том, что есть огромное различие между вот занятиями в тренажерном зале и занятиями в вашем зале, правильно? Да, конечно, тренажерный это, ну, заезженная тема тренажер, все же знают, всем надо железо тягать и так далее, это более такая распространенная. А у нас именно, вот еще раз повторюсь, это наши мышцы, которые внутри нас, на скелетах, на костях человека. Они, вот особенно позвоночник, он не имеет своих, как сказать правильно, питательных кровеносных сосудов. Они берут все вот это вот полезное, когда мышца работает, а мышца работает, качает кровь. Вот за счет этого человек чувствует хорошо. Да, и здесь оно вообще, ну, как бы включается, так сказала бы, простыми словами. Оксана, вы сказали про результат, да, вот некоторые люди уже ощущают легкость какую-то, да, какой-то такой хороший настрой сразу уже после первого занятия. Ну а вообще, если взять практику в целом, да, как минимум, вот сколько месяцев нужно проходить и сколько раз в неделю для того, чтобы, допустим, вот прям ощутить, а еще лучше уже увидеть результат? Ну, порекомендовал, ну, люди же разные, но если среднее что-то взять, вообще по физиологии человека и так далее, да, ну, не менее 3 месяцев, потом уже, да, уже сами будете понимать, видеть. У нас вот клиенты есть, которые уже 1,5-2 года ходят, потому что, ну, они не потому, что у них что-то не прошло и так далее, нет, все прошло, просто для профилактики и просто им нравится. Ну, и атмосфера здесь веселая, хорошая, да, то, что мы, ну, все равно человек же приходит не просто покачаться, потренироваться, повисеть, но и общение. И группа вот уже давно ходит, и между собой даже уже дружит. И я как бы с клиентами тоже как бы хорошо, как бы, ну, связь нашли. Большая семья такая. Да, большая семья уже как родные, можно сказать. Хорошо, излишний вес является ли какой-то причиной, вот, допустим, невосприятия этого тренажера? То есть люди с излишним весом могут все-таки что-то делать здесь или Ну, уже почему нет? Всё Почему получится? нет? Тренер есть, тренер объясняет, показывает. Тренажеры разного веса, для, ну, на любой вкус и цвет, короче скажем. Есть тренажер по 140 килограмм, есть поменьше. То есть, то есть тут нету- еще и вес Да, контролируется? конечно, вес не контролируется, тут разные веса. Например, вот первая тройка тренажера это 100 килограмм. Ну, люди примерно моего и вашей комплектации могут здесь спокойно работать. Но там уже, да, потяжелее, там в основном у нас мужчины стоят, да, и люди вот не то что как, ну, чуть больше веса. Да, вот. И без проблем работают. Но сначала, конечно, тяжело, это все показывается наглядно, это все объясняется на словах. То есть люди смотрят, люди видят, и я на это тоже обращаю внимание. Если какие-то неправильные движения делаются, ну, исправляются ошибки. Испытано на себе. Так, я бы хотела вам порекомендовать базовые упражнения, которые я всем даю. Прям каждое занятие, опытный, неопытный, всем подряд. Потому что я считаю упражнение очень полезно. Там разгибание в пояснице есть, разгибание грудного отдела. То есть разгибание – это выпрямление спины. Грудной кифоз здесь очень хорошо, максимально, сколько может, выпрямляется и вытягивается. Особенно еще хорошо мы можем прочувствовать пояснично-крестцовый отдел. Да? Утренняя группа, я им всегда даю такое, потому что после пробуждения в первые 3 часа нельзя сгибаться, а наоборот надо разгибаться. Вот как раз я сейчас вам покажу. То есть утром проснулась, сгибаться нельзя первые 3 часа, только на разгиб. Нет, не обязательно утром, вы можете просыпаетесь в 12 часов после пробуждения, первые 3 часа лучше сгибательных движений не делать, потому что во сне организм восстанавливается, и межпозвонковый диск, ну, как правило, состоит из жидкости, и жидкость в нем увеличилась, ну, как бы накопилась, давление увеличилось, если мы нагнемся, у нас может быть прострел, и Всё. люди не разгибаются. Понятно. Наоборот, надо разогнуться, чтобы, ну, хорошо было спина. Хорошо, так что делаем? Петли мы фиксируем на обе кисти, полностью просунули. Вот фиксатор у нас. Слегка затянули и оставили щелину, чтобы наши кисти могли спокойно развернуться. Разворачиваем, обхватили вот между пальцами. Вот так вот поудобнее будет. Вот Да, так? да, да. Ага. Один шаг назад. Мамочки. Ничего Так оно бойтесь. не тянется. Нет, назад ногами. Страшно же. Нет, не страшно. Это в первое время так кажется. Коленный сустав правой ноги, левую ногу. И ноги расставляем пошире, чтобы поясница сильно компрессии не имела. Идем вперед. Чуть-чуть вперед ножками подвиньтесь. Все, ноги пошире еще сделайте. Пошире. Руки, плечи расслабьте. Вот грудной клеткой тянемся вперед. Вот сейчас у вас выпрямляется грудной отдел спины. Грудной кифоз. А Если предел у вас должен быть? сидячая спина, ой, сидячая спина, сидячая работа, да, напряжение, тонус, вот здесь оно хорошо расслабляется. Живот вперед, расслабьтесь полностью, прогнувшись остались. И теперь задача у нас стоит расслабить плечи. Плечи расслабили, голову прямо держим. Все. Вот А здесь навредить можно в этом моменте, нет? Нет, навредить нельзя, потому что мы как бы амплитуду небольшую взяли. Вы знаете, для человека, который делает это первый раз, это очень как-то
Необычно, странно, да, как Да, минимум. потому что каждый день мы так не делаем. Да. И вот повисели и расслабили таз, полностью руки расслабили. Вот здесь очень хорошо вытягивается, разгружается вот именно поясница, вытягивается грудной отдел. У кого, я люблю давать еще, у детям, например, да, дети бывают стулы, вот здесь хорошо их, ну, как бы можно выпрямить и расслабить. Потом мы двигаемся назад тазом, то есть ягодицами мы направляем в сторону пяток и смотрите сюда. Не прогнувшись садимся, а таз подкручиваем вперед, как бы поясничный лордоз мы немножко сгладили, подбородок тянем к груди и лопатками растягиваем мышцы разгибателей спины. Не руками, руки здесь абсолютно вот ничего. здесь и происходит эффект качелей, да? Да, растягиваем мышцы спины. То есть здесь две цели, скажем, растяжение мышц разгибателей спины, плюс мы прорабатываем коленный сустав, потому что мы полностью согнули, примерно на 120 градусов коленный сустав. Вот. Потом мы идем вперед снова, медленно, грудной клеткой, медленно живот, расслабили, тазобедренный, все расслабляем, потому что и животом не тянемся вперед, просто повисли на руках своим весом. Вот здесь уже у нас цель стоит вытянуться в грудном отделе, расслабить, разгрузить пояснично-крестцовый отдел спины. Потом снова повторяем. В этом движении мы примерно по времени можем делать, по счету и так далее. Ну, я люблю давать по времени, потому что у человека своя, как бы, удобная темп, свой удобный темп, скажем. Кто-то То есть, любит в принципе, вот ваши клиенты, они вот так уже все потом у них на автомате это делаем, по ощущениям, правильно? Да. То есть здесь очень удобно то, что ты прям чувствуешь, что у тебя либо оно тянется, либо не тянется, правильно? Да, все правильно. Вот здесь еще можно добавить движение ротации грудного отдела. Смотрите, можете посмотреть. Таз мы оставляем на исходном положении и поворачиваем корпусом немножко в сторону. Таз остается на месте. То есть вот такого движения не должно быть, разворота таза. Не делаем. Тогда Собственно. плечи, вот, повернули на мою сторону, да, таз остается. Работаем уже над подвижностью грудного отдела. Вот грудным отделом надо всегда заниматься, потому что это самый наименее, как сказать, наименее неподвижный регион. Знаете почему? Почему? Там есть ребра. Они ограничивают движение. Они по природе сами такие, знаете, неподвижные. Поэтому человек сидит. И там застой весь. Да. Кровообращение, И всё тем же более там в наше поколение, оно же какое сидит телефонное, да, компьютер, там машины и так далее. Все время в гаджетах или что-то делает. И по природе грудной так и так был бесподвижным, а тут еще и мы добили, скажем. Поэтому зачастую люди жалуются на поясницу, на шею, потому что грудной не работает, а шея и поясница за них отбивается, грубо говоря. И простыми словами. Поэтому что... Хорошо, очень понятно. Так, ну что, давайте поделимся, ой, мамочки, ощущениями, да. Собственно говоря, очень удобно в то, что здесь, ну, реально все как-то в совокупности. Качели качаются, собственный вес, да, и все вот тянется. Да. Ну, немножко, конечно, страшновато для человека, который первый раз видит этот тренажер, да, но контролируешь ты сам себя же, правильно? Да, Ну конечно. и тренер. Ну да, с самых простых движений мы начинаем. Первое занятие у людей всегда проходит в основном на автомате. Ну, конечно, что-то новое, никогда не еще и железное, все боятся, как будто мы сейчас улетим, катапультируемся. Нет, это все от простого к сложному идем, а потом люди уже сами как-то более чувствуют, где что тянется. Иногда я даже могу не говорить. Вот, например, сегодня группа была, они все сами уже чувствуют. Например, где что, какие мышцы растягиваем, какие мышцы мы прорабатываем. Допустим. Ну, а, конечно, новым людям, кто к нам только пришел, мы все объясняем прям дословно. С нуля. Да, если человек не чувствует, я могу подойти, вот здесь что чувствует, тут, да, вот. Потому что, ну, не привыкли люди работать с мышцами, где что, какие мышцы, не каждый же может знать. Хорошо, Да. так. Испытано на себе. Можно проверить длину ног. Она, конечно, у всех разная, нету симметричных, одинаковых ног. Если до 5 миллиметров разница есть, это, в принципе, норма. Но если больше 5, это уже, ну, не то, что патология, это уже где-то мышцы в тонусе. Да? Можно их здесь хорошо подровнять, кстати. Можем проверить, у вас Давайте, одинаковые что или делать не надо? одинаковые. Лечь на живот и упор, ну, лбом на руках. Нет, наоборот. Поворачивайтесь, на живот ложимся. Так. И сейчас, ну, просто это мы И ничего куда? не диагностируем, просто для себя, для интереса можем посмотреть, как у нас, какой длины ноги. Вот, можете, так, ну, вот сюда немножко ближе, вот, немножко потяну. И заметим, можно сюда посмотреть, вот, видите, правая нога чуть-чуть короче. Ну, в принципе, это нормально, у всех так бывает. Поэтому мы сейчас попробуем, что сделать? Подровнять правую ногу, правую петлю чуть покороче сделать. И она повисит, где-то у нее, значит, зажимы, мышцы в тонусе, да, и одна нога у нее как бы более рабочая, может, правша. Вы правша?
Да. Может, из-за этого еще. То есть причин множество может. Углубляться не будем, нас просто интересует сейчас, поможет это или нет, хорошо? Давайте. Заодно вытянем позвоночник, расслабим Давайте. мышцы. Что надо делать? Встать надо на ноги сначала. Как минимум, да? Хорошо. Да. Петли надеваем перекрестно, но для удобства. Так, сделаем. я уже умела Да. это делать. Полностью, да. Вот так, Зацепили. вот так. И Руками взяли и делаем 2 шажочка назад. Раз раз. и 2, один большой. Вот. 2. Ноги поставьте одинаково, параллельно друг другу. Вот, ага. Все. Садимся на ягодицы. Вот. Сели. Вот смотрите, зачем мы перекрутили. Теперь думаем, через какое плечо нам развернуться на 180 градусов, чтобы петли обратно вернулись в правильно прямое положение. Да. И ногами ходим. Вот. Пошли, ногами ходим. А попу отрываем или нет? Ну, можете отрывать, но нет, все. А. Отсюда мы уже ложимся на спину. И на спину. Мамочки. Ногами закидываемся, не бойтесь, я если Куда? что держу сюда, на Туда? турник, да, на верхний турник Мамочки. ноги. И под коленным изгибом фиксируем. Все. Господи. Еще отползайте чуть-чуть вниз, Так. до прямых угол бедер. И Со мной зажимаем. что-нибудь может произойти сейчас? Нет, ничего не может произойти. Это упражнение для чего сначала? Давайте. Это упражнение для... Вообще здесь очень много упражнений. Если хотите мышцы укрепить бедер, ягодиц, тогда там уже силовые идут. Но сейчас наша задача это что? Проверить, какие у нас результаты будут по длине ног, да, и вытянуть позвоночник. Здесь происходит тракция, то есть вытяжение позвоночника. Хорошо. Снимаем петлю, я вам сейчас покажу. На мне? Да, на вас. Мамочки. Да. У нас правая нога короче была, да? Правая. Уже не помню. Да, Такое да. ощущение, что у меня все Все, перевернулось. правую петлю чуть-чуть покороче сделаем. Нет, правую ногу дайте. И посмотрим, что. Ну, бывает эффект сразу же, да, это у всех по-разному. У меня подросток ходил, нет, 20 лет подросток, короче, парень ходил, 20-летний. Я издалека смотрела, ноги спускаем. Я отвлекаю вас немножко, чтобы вы не боялись. Куда? Ага, вниз. А Не эти бой- руки здесь держу? Держите, ножки вниз, спускаем. Вот. Спускаем. Подправим сейчас. Я, говорит, вас отвлекаю, чтобы вам попроще было. Да. Оксана, это Ну вот у сначала- парня, короче, ноги издалека даже видно, что короткая одна нога. Я думаю, он просто одну ногу согнул и лежит так. Подошла поближе, нет, он с прямыми ногами лежит. И разница даже издалека видно было. А я решила просто подвесить, разные длины петель сделала. И знаете что? Одно занятие, у него ноги подровнялись. Это как я подумала, это что, чудо? Так, хорошо. Сейчас это чудо свершится со мной или нет? Будем Хорошо. смотреть. Так, Давайте. закрываем макушку локтями. Не бойтесь. Футболку можно просунуть. Да. Так, Вот. хорошо. Аккуратно поднимем. Не, все нормально, все нормально. Все. И? И висим. Вот Ой, полностью мамочки. подвесилась. Вот сюда можно И просунуть. что делать-то в этом? И расслабить руки. Руки вытащить лучше на коврик. Вот сюда. Куда? Вот сюда. Ага. Все. Вот видите, здесь вот у вас грудной кифоз здесь максимально разгибается. И расслабленно висим. Господи, боже мой. Все, как голова не И кружится? сколько висеть так надо? Давайте 30 секунд хотя бы еще повисим. Полминуты. Ой, ничего себе. Ну, люди по-разному висят. У меня есть клиенты, которые любят, по 2, по 3, а то и дольше. По 5 минут могут. Раньше у меня, клиентка была, она по 7 минут каждый раз висела. Именно 7 минут. Здесь вытягивается позвоночник, да? Да, здесь максимально вытягивается, насколько может позвоночный столб. Особенно мы можем ощутить это по пояснично-крестцовому отделу. И хорошо тем, что если нам руки вытащить чуть-чуть вперед, отводить и голову опустить вниз, вот здесь получается Да, разгибание да. грудного Ощущаю отдела. это. Да, разгибание, то есть выпрямление грудного отдела. И все. Можно здесь тренировать также мышцы спины. Руки на затылок сделали, руки на затылок. Ой, вот, мамочки. И как упражнение гиперэкстензия, разгибание спины. Раскачиваемся, вот. Ой, мамочки. Нет, не получается. Ну вот, когда разгибание спины, раскачивание, как гиперэкстензия, да, мы укрепляем эту мышцу разгибателя. Вот. Ну, много, какие цели вы преследуете, допустим. Так, Вытянуться, хорошо. удлиниться. А если мы должны вернуться Ага, руки сгибаем, подбородок груди. подбородок груди? Да, вот и все. Ой, мамочки, а дальше? Подбородок, да, и все, вперед. Все. Господи. И так вы висите несколько раз за тренировку, да? Нет, один раз, и то по желанию могут повисеть. Не всем нравится иногда, да, допустим. Ну Кто-то да. боится, кому-то, просто не зашло. Из этого положения, если, Оксана, да, нужно как-то выходить. ноги сюда Так, хорошо, и вот туда, да, петли снимаем. Это уж вы, да, или я? Как? Ну, можете Просто сами, снимаю? да. Так. Ногу обратно поставили. И вот петли наденьте сразу на руку, сразу. Да, Сразу потом на занимаемся уже. Сюда.
резко не встаем, так как прилив крови все равно в голову больше становится, чем Да. в положении стоя на ногах. Поэтому мы сидим, посидите, ноги вытянули. Это легко. Отползаем чуть-чуть вперед. Ну, чтобы просто скучно не сидеть, давайте упражнения поделаем. Ножки сгибаем, вот. И скручиваться будем. Скручиванием груди на поясничном отделе спины. Вот Ногами, туда. вот как держим, так и переложили ноги. Вот. Ага. Дальше мы пытаемся грудной клеткой повернуться в сторону тренажера. И это Всё, все вот здесь. для растяжки. Да, для растягивания, Ой, а расслабления. я чувствую, очень сильно там тянет. Согните. Согнуть? Да, вот. Ну, вот покрутились, расслабили плечи. И в другую сторону также, А чтобы... я видела, это упражнение девочки любят у Да. вас. Да? Часто они у вас так Да, делают? после подвешивания ногами, после работы с ногами обычно дают такое упражнение на скручивание. Скручивание полезно, в Вот принципе. это не страшно. Давайте это не теперь. страшно. Отползаем назад. Сидя развернулись. Сидя. Сидя, развернулись. Да, обязательно должны видеть лицом, ну, тренажер. И потом уже все встаем. Встаем. Тренажер тут уже сам помогает приподняться. Петли сняли. Так, ну руки что, стряхнули. а нога-то вытянулась или нет? Ложусь обратно, Посмотрим. проверяем. Упор головы сделать. Ой, подождите-ка. Ну, почти чуть-чуть. Ну, видно же более-менее. Можно со второго занятия. Ой, Оксана, спасибо вам большое. Так, ну что, значит, вот тренировка час длится. Нужно ходить минимум сколько? Неделю раз. Ну, 2 раза достаточно, можно 3. Кто-то вообще хочет каждый день. Кто-то- А Ну, так минимум стандартно, да, 2 раза в неделю. И будете потом стройные, здоровые, с красивой осанкой, с растяжкой и с прокачанными мышцами. Ну и самое главное, с хорошим настроением ходить. С хорошим настроением. Действительно, здесь вот так, если такие вещи вытворяешь на этом тренажере, себя Вытворяю. прям ощущаешь на все 100%, думаешь, что ты какой-то мега-человек. Потому что если смогла вот так висеть здесь, то я думаю, все уже может быть по плечу человеку. Да? Действительно, это, знаете, такие упражнения даже больше для настроения. Да? И поэтому у вас все девочки такие счастливые выходят отсюда и уверенные в себе, потому что это все работает где-то, наверное, на уровне психосоматики. Ну, Правильно? конечно, да. Правильно. Испытано на себе. Качели Дикуля также могут помочь и нашим детям. Ведь сегодня подростки проводят очень много времени за компьютером и гаджетом. И, конечно, в первую очередь в этом случае страдает наш позвоночник. Обратите внимание, дети занимаются практически самостоятельно. Конечно же, под контролем тренера, но самостоятельно. Навредить сложно, самому себе, контролирует свой вес, контролирует вращение. И я думаю, результат не заставит себя ждать. Здоровая спина, здоровый организм. После нахождения в центре здорового позвоночника сразу захотелось расправить плечи, выпрямить свою спинку и вот с такой потрясающей осанкой пуститься в свое прекрасное будущее. Мы не перестаем говорить вам, обращайте внимание на свою спину, ведь здоровая спина – это залог здоровья всего вашего организма. Берегите себя, занимайтесь спортом, ну и, конечно, увидимся в следующем выпуске. До новых встреч! Испытано на себе.